Очень важны любые прикосновения при знакомстве, потому что таким образом мы устанавливаем некую связь, и мне кажется, что это несправедливо, что мужчина здоровается, а женщина нет. Ну, будем говорить по этике к женщине относится как к слабому существу. И мужчина должен как-то более лояльно к этому относиться. Я считаю. Это ни в коем случае не уменьшает там женскую роль в нашей жизни. Женщины делают, для мужчины довольно много. Огромное. Почему там мать, женщина, да я могу привести просто из жизни примеров много, когда плохо становится мужчине, он не бежит за помощью к папе. Он подходит к маме и спрашивает у мамы, что мне делать в данной ситуации. Пишем, все хорошо по звуку, да? Понимаете? Да. То есть в этом плане также и в центре мы живем, и к женщинам все относимся, будем говорить, с уважением и как-то пытаемся их оберегать. Ну а женщины что? Я полгода здесь готовил, потому что женщины, будем говорить, основная масса... Плохо готовила. Да неплохо готовят. Готовят так, как научила их готовить мама, а не как готовится по технологии. Вы повар? Я не повар, я просто в молодости очень долгое время проработал в общепите. Начал с ученика официанта, потом стал учеником бармена, потом стал баром. В те года, будем говорить, все проходилось, будем говорить, с нуля. Понимаете? Во время застоя. И то есть сейчас даже заходишь в любое заведение, спросите у любого, как они сейчас, подавальщицы называются, или как? Официанты. Официант – это не официант. Это не официант. Официант был Володя Мальцев, здесь, в Сыктывкаре. Чем отличается официант от... Официант, он сервис знает. Нет, сервис знает. Официант должен знать любой технологии блюда, как оно приготавливается. Это точно. Любое вино, к чему оно подается. Любая ложка должна быть на столе разложена именно в той последовательности, как она должна лежать. А не так, как сейчас бросили или завернули в салфетку и положили на стол. Сейчас подойдите, спросите у любого официанта, как называется эта тарелка, эта тарелка. Он никогда не ответит на поставленный вопрос. Ни в одном заведении здесь, в Сыктывкаре. Кем вы еще работали в жизни? Ой, в жизни, мне проще сказать, кем я не работал, чем кем работал. Я работал и слесарем-монтажником, высотником, и автослесарем, и водителем, и грузчиком, и технологом. Работали аниматором? Аниматором работал у меня друг, самый первый начал заниматься здесь, причем по образованию он был историк, преподавал в лесотехническом техникуме в Ухте. Аниматором не работали, значит, не везде вы работали. Нет, я говорю, проще сказать, кем я не работал, чем кем работал за всю свою жизнь. Так сложилась жизнь, что, будем говорить, я оказался здесь. Был очень богатым человеком. Не богатым, а очень богатым человеком в свое время. В 27 лет. В Ухте. Как вы заработали на это состояние? Я самый первый заработал состояние на оргтехнике. Я самый первый в коме начал ей заниматься. Но не торговал по магазинам. Это были конец 80-х, чуть-чуть начало 90-х. Понимаете?
Я тупо работал с Коминнефтью, с гигантом по тем временам. Потому что денег у них было на то время больше, чем у «Газпрома». А вот вы говорите, что вы много заработали. Много это сколько? Были вы миллионером? Я был третьим миллионером официальным города Ухты. Был Вадим Иванович Туманов, фирма «Урал-Золото». Был такой Мамедов, кооператив «Мария». И был кооператив у меня. Это может подтвердить Бекушева Лариса Константиновна, управляющая Ухта-банком. Она-то была не управляющей, а директором Промстройбанка перед тем, как он развалился. Я вообще первый раз слышу такую историю, когда миллионер оказался в центре для бездомных. Ну, я всегда считал, я помогал много детям в детскому дому в Ухте. То есть и одеждой, и игрушками. Перечислял на любые праздники деньги. Но они зарабатывались по тем временам, будем говорить, очень легко. Это был дефицит страшенный. Вот это, вот стоит принтер, ксерокс, понимаете? Как так получилось, что вы оказались здесь? Что случилось с вашим кооперативом? Ну, будем говорить, не с кооперативом случилось. Будем говорить, по своей наивности я давал крупные суммы денег. Крупные, так речь о каких суммах идет? Ну, очень больших деньгах. Ну, какие? Ну, 850 тысяч долларов наличкой. 850 тысяч долларов – это сколько миллионов рублей? Много. 500 миллионов? Нет. По тем временам доллар был 1 к 3 или к 2. Понимаете? По тем временам. Ну, люди брали деньги и не возвращали. Мне, если собрать всех должников и все деньги, которые мне должны, вот в наличке, я бы уже, ну, будем говорить, смело мог уехать куда-нибудь в Испанию, купить себе виллу и жить там. Но если человек, будем говорить, ну, по-русски говоря, протратился, проворовался до такой степени, я же не приду к нему в семью и не скажу его жене: продавайте квартиру, отдавайте мне деньги. Ну, по-русски сказать, если в жаргоне есть такое слово «лох», то он и в Африке лох. Дал. Мне все родственники, ну, будем говорить, кто остался в живых у меня, до сих пор мне привлекают тем: у тебя было все, а сейчас на старости тебя нет ничего. Ну, я могу посмеяться только и сказать, что есть что вспомнить. Понимаете? Да, я сейчас инвалид. Я сейчас могу жить на 1000 рублей в месяц. Подождите, но когда вы же давали денег в долг, наверняка у вас были свои запасы. Это же не произошло сразу после того, как вы дали эту Вы крупную понимаете, сумму. когда по беспределу налоговая инспекция в 87-м или 89-м году у Это меня 33 нет, года назад. да, они по беспределу у меня со счета предоплату с Коминнефти 3,5 миллиона долларов снимают в рублях. И когда к ним приходишь, а деньги в бюджет ушли. А деньги с бюджета вы не вырвете. А почему они сняли? А потому что сказали, вот эти документы мы берем во внимание, а вот эти не возьмем. А хотя они по закону правильные. Бухгалтер с ними как не ругалась, она не смогла доказать им. Она доказала по статьям.
Они мне сказали, ну, мы будем взаимозачетом. Да нет, ничего Тогда страшного. на без звука поставьте, ладно? Да, да, конечно. Я вообще его выключу. Так будет проще. Они меня просто убили. А у вас есть семья, жена, дети? Были ли они на тот Дети, момент? дети у меня есть, но уже взрослые. Дети у меня уже взрослые. Дети отучились, живут своей жизнью. С бывшими, ну, я не знаю, не называю их бывшие, это так просто оговорка. С женщинами, с которыми у меня есть дети, мы просто в родственных отношениях находимся. То есть мы общаемся, звоним друг другу, и я интересуюсь, допустим, у них как дочери поживают. Только всего. А можете больше рассказать об этом переходе, который у вас произошел, когда вы дали денег в долг, когда у вас... Какой фонд у вас забрал деньги со счета? Пенсионный? Налоговая инспекция. Налоговая инспекция. Вы Вы остались ни понимаете? с чем, на нуле, вы были в Нет, минусе? я просто рассчитался с долгами, Ага. с предприятиями, которые дали мне предоплату, я рассчитался полностью с ними, с этими предприятиями, помогли мне питерские друзья рассчитаться, понимаете? Я рассчитался, и все. И после этого в азартные игры с нашим государством больше не играю. Также я противник всех этих банковских карт, потому что, ну, будем говорить, наше государство, я не хочу сказать, что хотят сделать плохо. Они хотят контролировать нас. Понимаете? У вас не возникало желания заново начать, потому что... Заново начать? Ну, будем говорить, я здоровье поправлю. Но ведь прошло много времени, вы не растеряли сноровку? Ну, во-первых, дело не в сноровке. В настоящее время, как говорят в народе, надо оказаться в нужное время и в нужном месте. Но... Я знаю прекрасно Андрея Державина еще с тех времен, когда он играл в ресторане. Понимаете? Но И вы как говорите... он поднялся. Знаю очень много музыкантов, знаю много бизнесменов. Знаю, будем говорить, очень много ухтинских миллионеров, которые сейчас живут в Москве. Знаю. Мне все говорят, а почему ты не обратишься? Я говорю, ребят, если я обращусь к людям, кто-то поможет. Понимаете? Помогут. Но и в ответ могут сказать, сделай нам, пожалуйста, вот это, а это будет противоречить моим жизненным устоям. А какие у вас сейчас жизненные устои? Ну, сейчас именно первое, что мне надо поправить здоровье. Причем очень, будем говорить, мне помогает Илья Анатольевич. На меня, будем говорить, врачи меня полгода пинали от специалиста к специалисту. Пока Илья Анатольевич из Министерства здравоохранения, будем говорить, не устроил мне случку, мне конкретно сказали, иди к этому специалисту. Мне сделали первую операцию, так сейчас, если точно, 7 месяцев назад. 2 месяца сделали назад вторую операцию. У меня позвоночник был раздроблен. А почему так произошло? Ну, будем говорить, я на ногах перенес перелом позвоночника компрессионный. Я его не заметил. Болит, ну болит. Я всю молодость занимался спортом.
Понимаете, служил в элитных войсках. Потом занимался бизнесом в начале перестроечных времен. Ну, как-то не обратил на это внимания. Ну, у меня, знаете, какой вопрос? Когда вы зарабатывали много денег, вы же наверняка заработали на квартиру, на машину, и почему Как вы пришло, все-таки... как пришло, так и ушло. Я до сих пор всем говорю. Легкие деньги, никогда, если бы я их заработал хребтом, вот как работали у Вадима Ивановича Туманова в артели, тогда, может, у меня к ним отношение было совсем другое. Это спустя годы я уже осмысливаю всю прошлую жизнь. Да, родственники говорили мне, покупай акции «Газпрома», вкладывай туда. Да, зачем? Ну, будем говорить, я относился к жизни, жил одним днем. Только и всего. Вы бы поменяли что-то в своей жизни? Ну, конечно, я бы поменял в своей жизни очень многие вещи. Очень многие вещи. И, наверное, свой характер, в первую очередь. Каким образом и на какой характер? Ну, более-менее более лояльный. Меня с детства родители учили, что правда должна быть правдой. Ложи не должно быть. Вы врали тогда? Нет. Я всегда говорил, даже маме, хоть это больно будет, но я всегда говорил правду. Я не уходил никогда от ответственности. Никогда не прятался за чужие спины. А вот сейчас, ну, здесь в центре люди живут полгода примерно, и потом они выходят уже в мир, в жизнь. Ну, в жизнь, Илья просто так, Анатолич, никого не отпускает. Да, это понятно. Из центра. И если человек не прошел реабилитацию, если человек больной, Да. он обязательно ему будет помогать до самого конца. Тут есть в центре свои правила. Какой вы видите свою жизнь после центра? Куда вы пойдете, чем вы будете заниматься? Ну, я же сказал, прежде всего, я кто стану на ноги, то есть меня-то прооперировать, но боли там у меня остались и никуда не ушли. Я хожу в корсете. Если я не хожу, то мне приходится лежать, потому что мне больно стоять. Я долго не могу сидеть. Мне обязательно надо постоять. Понимаете? Я ложусь в кровать, у меня начинаются боли дикие. Меня врачи уже посадили на те препараты, которые выписывают, ну, будем говорить, в экстренных случаях. Но вы видите свою жизнь после центра? Вот Конечно. если представить, что вы восстановили свое здоровье, вы встали на ноги. Да, я тут же начну заниматься каким-либо бизнесом. У меня есть наметки, мы здесь говорили и замминистра. Она говорит, приходите к нам, мы дадим вам деньги, если вам надо. Вот при Илье Анатольевиче прямо здесь я стоял, там, где у нас уголок святой, понимаете, я стоял там, они пришли, я просто нечаянно стал очевидцем разговора, я вклинился в него. Они, а почему вы не стали там, допустим, заниматься дальше? Я говорю, как я инвалид, сейчас буду заниматься. Чтобы заниматься бизнесом на сегодняшний момент, нужна энергия, Да. нужно движение. А на сегодня я не могу двигаться. Понимаете? Сидеть на телефоне, как говорят интернетчики, делать какие-то сайты, там, будем заниматься, ну, не мошенничеством, а втиранием людям в уши, что это надо им, я не буду. Я уже наметил, ну, примерную цель, мне просчитали все это.
Я пришел в Министерство сельского хозяйства, говорю, дайте. Они мне, а вы дайте нам рецепты. Я говорю, подождите, если дам я вам рецепты, я не уверен, что они, и вы мне дадите под них деньги, под эти рецепты. Вот какое, я принес им просто баночку, говорю, вот, для Баночку начала. чего? Баночку клюквы, смешанной еще с чем-то. Причем защищены докторские диссертации на этом. А людям просто до этого нет дела. Они рекламируют БАДы. У нас все растет в коме. Я им предложил. У нас в коме в год, как вы думаете, сколько грибов вывозится? Ну, в сезон. Много-много тонн. Правильно. Много-много тонн. Приведу недолюгий пример. Пусть он хоть и, будем говорить, проворовался, там, не знаю, не проворовался, но дела возбуждены по нему. Саша Ткачева, губернатора бывшего Краснодарского края, замминистра. Я его знал лично. Общался с ним, в сауне парился однажды. Ну, дело не в этом, он молодец. Я предложил в нашем Министерстве сельского хозяйства, помните, когда у нас в Обещево стоял пост ГАИ? Не помните? Но это было, наверное, так давно, что вам, наверное, в Обещево пост ГАИ стоял, и каждая фура с лесом контролировалась. Сколько из леса у нас с коми вывозится, есть ли документы на этот лес. Пост ГАИ стоит в Обещево, вот там все это проверялось. Но самое интересное, я им предложил, поставьте пост на Питерском отвороте, там и контролируйте. Для начала, чтобы Ткачев сделал, чтобы вывести пшеницу из Краснодарского края, за пределы Краснодарского края, они должны пшеницу по госцене сдать в региональный фонд. Помните, у нас во всех магазинах клюква в пудре продавалась? Помните? Вот она появилась сейчас. Я зашел на коммуне в магазин, увидел ее в шоколаде, в разном. Я говорю, красавцы. А чего у нас в клюкве нет? Все рынки завалены, не берут. Я дал на пробу Министерство сельского хозяйства баночки. Они пробовали, сказали, а из чего это сделано? Я с клюквой. При добавлении другого продукта. Этот продукт со старины. Со старины испокон веков был консервантом. Только и всего. Я прописался в деревне, у черта на куличках. Ее на карте даже нет сейчас. Это деревня. А прописка у меня есть в ней. Как вы оказались на улице? На улице. А человек, который прописал меня в своем доме, построил себе новый дом. Я говорю, дай ключи от старого дома. Он мне сказал, не дам. Кто этот человек? Почему он вас прописал? Ну, меня прописал. Этот человек, который меня прописал, дом-то продал за другой хозяин этого дома. Понимаете? И я остался на улице, будем говорить. Не удел. Сначала я выписался из маминой квартиры, прописался у бывшей сожительницы в Калининградском районе. Потом от нее выписался и прописался там в деревне. А деревня это последняя деревня в Коме перед Кировской губернией. Там тракт до сих пор проложен туда. Вот где демидовские заводы стояли. Понимаете? Когда вы стали банкротом, О, это было еще в 90-х годах. жена развелась с вами? Да, первый брак, я
после первого брака у меня был второй законный брак. Потом я уезжал вообще из Коми. Отсюда уехал. Думал, в Краснодарском крае что-то. А менталитет в Краснодарском крае у народа совсем другой. Там могут с тобой сидеть за столом, хвалить тебя. Как только ты обернулся, ведро грязи на тебя вывалили, и все. Как вы думаете, почему вообще в жизни у вас случилась такая история, в которой вы были миллионером, оказались на улице? Глупость. Натуральная глупость. Вы не думаете, что жизнь давала вам какие-то уроки? Жизнь мне вообще дала очень много уроков. В первую Как очередь, вообще вы вот перестроились с в мышления? первую очередь, мне вспомнились вот в нашем разговоре слова одного очень старого еврея в Ухте. Он мне сказал: Вова, из каждой безвыходной ситуации есть как минимум два входа и два выхода. Вход есть, должен быть и выход. Если есть выход, в нем и вход. А есть вход, там и выход. Просто сядь внимательно и подумай. И мне очень, будем говорить, в жизни иногда это забывается. А на старости лет, будем говорить, оно, я сейчас старым еще не считаю. Сколько вам лет? Мне 57 лет. Просто у меня в 90-х 15 иномарок во дворе стояло. В ряд. Все гаишники Ухты на охоту ездили на моих джипах. Понимаете? Знаете, что интересно? Сейчас, может, смотрите вы интернет или нет, в 2022-2023 году, да, мы переходим. Очень много курсов, как стать миллионером. И учат мышлению миллионеров, и что нужно сделать для того, чтобы стать им. Ваша ситуация стала другой. Вы стали миллионером без этих курсов, вы занимались бизнесом, и вы просто им стали. Да. Но в нынешнее время, я скажу, нужно попасть в нужное время, с нужными людьми и в нужное место. Да. У вас, получается, было перестроение жизни, когда у вас жизнь отняла все, что у вас было, и вам нужно было перестроиться на другое мышление. У вас было все, вы позволяли себе многое и жили на широкую ногу. Да. Вы можете вспомнить, как у вас этот переход произошел? Какие-то неловкие ситуации наверняка были. Кто от вас, по-любому отвернулись? Мне кажется, что многие, потому что, наверное, они от вас какие-то выгоды получали. 90% отвернулось от меня. Единственный, кто был остался в Коме, от меня не отвернулся, это генеральный директор Лавины Филиппов Вадим Николаевич. Он приехал в трико в Ухте, в натуральном трико 3-рублевом. Он летел просто с моим компаньоном в одном самолете. Ко мне подошел, он говорит: вот, Володь, посмотри, у человека 6-й дан, по те времена 6-й дан по тэквондо. Это была сила, понимаете? У нас очень много боксеров, друзей было, которым мы и клубы спортивные строили, помогали строить, и на детей на форму давали. Но суть не в этом. Я говорю: да ради Бога. Единственный человек, к которому я пришел, когда мне стало плохо, я с Краснодара приехал сюда, в Сыктывкар, я говорю: Николаевич, возьмешь на работу? Он: Володь, высшее образование есть? Я говорю: незаконченное. Но я бы, говорит, тебе Лавину Ухты отдал. Я говорю: не надо. Простым охранникам, вот у меня документы, вот у меня все есть. Взял, помог. Я ему 1,5 года протянул, объект, от которого хотели отказаться.
И мы до сих пор с Николаевичем в очень хороших отношениях. Но даже ведь когда у человека отнимают многое, можно даже сказать все, у вас же был навык зарабатывать деньги. Почему вы просто дальше не продолжили? Вы понимаете, навык зарабатывать деньги очень прост. Очень прост. Везде в СО все строится на личных отношениях в бизнесе. Понимаете? Если, будем говорить, Коминефть развалилась, она развалилась, ее проворовали, пусть распихали, люди поуходили на пенсию, поуезжали, кто куда. Союз развалился. Понимаете? А вот тот человек, который у вас забрал в долг 850 миллионов долларов. Не 850 тысяч, а не миллионов. 850 тысяч наличными 800, деньгами. да, 850 Я в рубли тысяч. вам перевел их, тогда 1 к 3, по-моему, был Да. доллар. Куда он их вложил? Неужели они просто исчезли? И... Да, когда человек кинул и Ухтинские банки на 6 миллионов долларов, кинул и очень уважаемых людей, порядка 4 или 5 миллионов долларов. Как зовут этого человека? Я не скажу, зачем это надо. Я просто не скажу. Чтобы люди знали, что этому человеку в долг давать не надо. А в Ухте знают все, что ему долг давать не надо. Даже собственный брат. Он умудрился кинуть собственного брата, подставить жену с детьми, с 2. Плюс подставить дядю. А чем он сейчас занимается? Он, не знаю, на него я в интернете лазил с друзьями, мы посмотрели. У него какие-то 2 фирмы, одна в Москве, вторая в Подмосковье, и так что концов там не найдешь. Мы пытались связаться, хотя бы посмотреть в глаза этому человеку. К брату я подходил, спрашивал у него, он говорит, даже, если человек не приехал на похороны собственного отца, это о чем говорит? Спасибо вам, Владимир, за разговор. С вами Да было за что? интересно поговорить. Я желаю вам только успеха, удачи, чтобы ваше здоровье стало крепким и чтобы вы продолжили заниматься бизнесом, стали твердо на ноги. Все это в задумках пока. Все зависит от наших медиков. Как поведут сюда. То есть я не знаю, как сделали операцию. Сейчас наши, будем говорить, неврологи отправят меня опять на МРТ, на обследование. Я все это пишу на диске. Илья Анатольевич подсказал мне, чтобы я все, то есть вот эти нюансы писал на диске. Вот сейчас посмотрим, что у меня после 2-й операции. Возможно, еще и 3-я будет. То есть скоро буду просто как киборг ходить. Желаю, чтобы все восстановилось. Все пытаемся, я тоже не лежу на месте, пытаюсь помогать, и ездить, и Илье Анатольевичу помогать. Как-то, что от меня зависит. Понимаете? То есть жизнь, она и есть жизнь. Мы не знаем, что будет завтра, как оно будет завтра. Я говорю, а насчет бизнеса все стоит на личных отношениях. Что тогда стояло на личных отношениях, что и сейчас стоит на личных отношениях. То есть ничто, будем говорить, у нас не вечно. Понимаете? У нас говорится много, а на местах делается очень мало. Потому что вы сами заметили, президент говорит, а на месте начинают все друг другу вставлять палки в колеса. За редким случаем, когда, я сталкивался по медицине, пока я в Министерство здравоохранения не пришел, жалобу не написал, никаких
действия не было. Как только написал жалобу, а почему вы написали? Почему вы к нам не подошли? Я же подходил к вам. Ну, у нас как была круговая порука, так она и осталась. Куда вы не ходите, с кем вы не воюете, у нас круговая порука – это в крови русского народа. Честь мундира будет отстаиваться до самого полного конца. Спасибо. Спасибо большое вам. Да не за что.